Добрый вечер. А теперь о главном. Государственная регистрационная служба снова объявила тендер на изготовление биометрических паспортов и готова потратить на это 973 миллиона с небольшим сомов. Заявки надо подавать до 19 марта. На первом этапе будут рассмотрены представленные документы, их соответствие техническим требованиям и квалификация фирмы. На втором этапе ценовые предложения. Свои первые паспорта Кыргызстан ввел в 1994 году и сразу же угодил в скандал. Название страны Кыргызская республика на английском языке на обложке паспорта было написано с грамматической ошибкой на французский манер. Один этот факт показывает, насколько безответственно относятся госучреждения страны не только к своим государственным обязанностям, но даже к своему государству. До сих пор можно сплошь и рядом видеть, как на тех или иных официальных мероприятиях государственный флаг Кыргызстана висит вверх тормашками, потому что к таким мелочам мы относимся так же, как можем прийти на встречу на час-полтора позже назначенного времени. Такими же методами, видимо, госчиновники соблюдают госпрocедуры, поэтому паспорт Кыргызстана можно легко купить в России или даже в Африке. Уважающее себя государство должно бы свои государственные документы и официальные бланки печатать само. Но наши чиновники считают, что это для страны экономически невыгодно и заказывают изготовление паспортов за рубежом, так как боятся, что собственная такая типография может вдруг начать простаивать. Но те зарубежные типографии, которые берутся за кыргызские паспорта, почему-то без работы не остаются. Биометрические паспорта нам обещали изготовить еще несколько лет назад. Предпоследний тендер объявили в октябре 2018 года. В нем участвовали 5 фирм, в том числе даже немецкая и французская компании. Но победила литовская Garsu Pasaulis, которая для литовского государства сама печатает литовские паспорта. Наверное, технически это не так уж сложно, но главное, государство само себя обеспечивает. Поликарбонат, мало того, скажем так, сложнее поликарбонат, нежели мы используем в литовском паспорте. Требованием ГРС это есть как комбинация. То есть поликарбонатная страница, она немножко тоньше, потому что внутри не надо чипа и антенну для чипа, да? А это все перекладывается в обложку, но данные личные прописываются лазером в поликарбонате. С предложением изготовлять свои паспорта самим выступил и глава ГКНБ Идрис Кадыркулов, но уже после проведения тендера в декабре 2018-го. А узнали мы об этом еще позднее, в апреле 2019 года, когда уходила в отставку глава ГРС Алина Шаикова. Вскоре, в мае, был вынужден уйти в отставку и сам Кадыркулов. Но о том, что выбор Garsu Pasaulis был сделан коррупционным путем, мы узнали лишь в октябре 2019 года. У меня состоялись 2 встречи, личные встречи с Шаиковой Алиной Калмыковной, бывшим председателем ГРС. И она сообщила, что она встретилась с некими лицами, представляющими интересы компании Garsu, и где на этой встрече ей было предложено оказать содействие по лоббированию интересов компании Garsu в рамках данного тендера по электронным паспортам. В январе 2019 года состоялась 2-я встреча с ней же в ее кабинете, где мне были переданы денежные средства в размере 20 тысяч долларов. Обвиненный в предварительном сговоре с руководством Garsu Pasaulis директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев, а также заместитель главы ГРС Русланбек Сарыбаев и статс-секретарь службы Данияр Бакчиев были задержаны 16 апреля, а через 3 дня, 19 апреля, ушла в отставку и сама Шаикова, предварительно обнародовав информацию про руководителя ГКНБ, и она до сих пор находится в розыске. Изготовление паспортов уже 25 лет сопровождается всевозможными скандалами. И даже США уже вводят ограничения выдачи иммиграционных виз кыргызским гражданам, объясняя это тем, что паспорта Кыргызстана ненадежные. Их можно легко подделать или даже купить на базаре. Руководство же ГРС заявляет, что ни один изготовленный ими паспорт не был утерян, и все продолжается как ни в чем
не бывало. Это была программа «О главном». Ее вел я, Нарен Аиб. Всего вам хорошего и до свидания.